Не те ли политики, которые не признают свою собственную историю и язык, мечтают избавиться от суверенитета Республики Молдова? Так кто является истинным сепаратистом? Жители Гагаузии, которые в 90-м году объявили о создании своей республики в составе СССР, а сегодня являются самыми последовательными сторонниками укрепления молдавской государственности? Или недальновидные кишиневские политики, которые воспринимают свою родную страну как временный проект? Ответ, по-моему, очевиден. Новое поколение молдавских граждан и все общество должны знать, что за создание Гагаузии выступали люди всех национальностей, которые столетиями живут бок о бок на этом клочке земли. 21 год назад желание строить мирную созидательную жизнь объединило гагаузов и болгар, молдаван и русских и многих других, кто решил защитить свой край от националистической истерии тогдашнего кишиневского руководства. Создание своей республики стало ответом нашего народа на вызовы того времени. Нравится это кому-то или нет, но это наша история, которой мы гордимся и от которой никогда не откажемся. 21-летний путь гагаузской государственности был непростым. В 1994 году жители Гагаузии пошли навстречу Молдове и после принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии согласились войти в состав Республики Молдова на правах автономии. С тех пор было пережито много событий, преодолено много трудностей. Сегодня наша автономия является во многом уникальной территорией. Мы являемся положительным примером мультикультурного общества, где граждане разных национальностей равны в своих правах. Гагаузия является передовым регионом по реализации многих социальных и инфраструктурных проектов. Руководство автономии развивает дружеские отношения с Россией и Турцией, на практике демонстрирует преимущество сбалансированной внешней политики. Гагаузия привлекает к себе внимание международного сообщества, как пример мирного разрешения межнационального конфликта. Хотелось бы, чтобы молдавские власти осознали и, главное, использовали весь потенциал гагаузской модели. Ведь от оказываемой нашей автономии внимания напрямую зависит перспектива разрешения Приднестровского конфликта и в целом благополучие Республики Молдова. Уважаемые друзья, поздравляю вас с Днем Гагаузской Республики. Я хочу воздать особые почести тем, кто внес особый вклад в зарождение и становление гагаузской государственности. Это первый президент Гагаузской Республики Степан Михайлович Топалов, председатель Верховного Совета Гагаузской Республики Михаил Васильевич Киндигелян, а также сотни и тысячи активистов, без самопожертвования которых не состоялась бы Гагаузия. Хотелось бы пожелать всем нам, и в первую очередь молодежи, всегда равняться на этих людей и брать с них пример. Уважаемые соотечественники, 21 год назад наш народ, проявив сплоченность, доказал, что способен ставить перед собой и достигать нужных целей. Поэтому я желаю всем нам взаимопонимания и согласия в обществе, без которых невозможно добиться процветания родного края. Да здравствует народное единство! Пусть крепнет и процветает наш общий дом Гагаузия и Молдова,